Милашину, мы хорошо знаем. Мы читали ее опусы. Мы принимаем гостей, которые к нам приходят, приезжают с открытым сердцем, с открытой душой. Информация, которой я владею насчет этой Милашиной, говорит о том, что этот человек очень нечистоплотный. Потому что средств массовой информации, как я раньше обозначил, и вообще в интернете тоже иногда приходится копаться в нем. Я читал ее опусы, читал то, что она пишет про нас. И тем более, если даже такая ситуация произошла, вот эта конфликтная, я думаю, что женщины в этом не виноваты, потому что все это произошло импульсивно, потому что у людей задета их национальная гордость, национальная честь и национальная идентичность. Я могу сказать, добавить еще одно, что такие люди, типа Милашиной, я думаю, что приезжать в Чеченскую республику не стоит. Для того, чтобы приехать в Чеченскую республику, должны быть чистые руки, сердце, чистые помыслы. А со своими грязными руками, я думаю, что не стоит и трогать чеченские народы, тем более писать такие замысловатые статейки в средствах массовой информации. Ну, как раньше говорили, но пасарану. Ну, то, что произошло, я считаю, моя позиция, конечно, версий много, но я считаю, что все-таки же это частный бытовой случай. Елена Милашина симпатичная женщина, может быть, с кем-то общалась, кто его знает. На Кавказе женщины резкие, импульсивные, может быть, это в порыве какой-то ревности произошло. Так что моя позиция в этом сталкивается. Я не думаю, надо серьезно относиться к этому. Между женщинами часто случаются разборки, драки, так что ничего такого. Вот, в отношении того, что эта женщина говорила в отношении чеченцев, это ложь, это неправда. Чеченцы всегда были порядочные люди везде. Не то, что в Чечне, везде, в России и за границей. Не надо порочить невинных людей, говорить ненужное. Надо говорить нужное. Это потом приводит к плачевному состоянию, потом какие-то люди на это обижаются. Есть невздержанные люди в любой государстве, и в Чечне, и в России. Поэтому надо говорить то, что есть, а то, что порочит весь народ, не надо тут. Его обидели те люди, которые они были обижены на нас, унижение, на оскорбление чеченского народа. Я слышал о том, что эта женщина говорит о целом народе плохо. Это нехорошо так говорить. Я даже не знаю, почему эта женщина приезжает в Чеченскую республику, в столь небезопасный регион, по ее словам. Я не понимаю ее нездоровый интерес к негативу. Каждая ее вторая статья направлена против чеченского народа, оскорбляет нашу нацию, оскорбляет наши чувства, оскорбляет наши религиозные чувства и противоречит нашей культуре. Такие люди, которые навешивают постоянно ярлыки на нас, она оскорбила нас перед всеми народами Российской Федерации и не только. И я считаю, что то, что с ней случилось, правильно сделали.